экологическими категориями. Они мыслят теми же своими категориями. Ну, политик там, например, ему нужно вот такую страшилку. И они, значит, эту страшилку вовсю эксплуатируют. Азамат, добрый вечер. Добрый вечер. Вы сейчас вспомнили, наверное, да, эту запись 31 мая 2017 года. Эмиль Джапарович Шукуров и вы были в гостях у ЦППИ. Мы с вами записывали передачу на тему сохранения ледников Кыргызстана. Было очень интересное, важное обсуждение. Затрагивали варианты решений сохранения ледников путем массового засаживания гор наших лесами. Мы еще тогда договаривались продолжить тему, но вот мы сегодня, с одной стороны, позитив, что мы эту тему продолжаем, вот, ну и, к сожалению, печальный момент, что уже без Эмиля Шукуровича 4 октября уже будет отмечаться 40 дней со дня его смерти. Ну, не буду говорить и так понятные слова, какого человека мы потеряли, гражданина, политика, эколога, ученого большого. И сегодня хотелось бы не только отдать дань памяти этому великому человеку, великому кыргызстанцу, но пусть и без него, но все-таки продолжить и ту нашу старую тему, ну и затронуть другие очень важные проблемы на тему экологии или стыковых с ней сфер. Первый вопрос, конечно же, такой. Вы доктор политических наук, автор многочисленных интересных политологических статей, научных работ и очень активно заинтересованно занимаетесь темой экологии. Да, вот, то есть это что? Это ваша гражданская позиция, хобби? Как вы вообще здесь оказались, да, в этой теме? Да. Давайте начнем с того, что объясните нам. Хорошо, спасибо за возможность разъяснить этот вопрос. Но для начала я хотел бы к тому, что вы сказали об Эмиле Джапаровиче, вы перечислили его активность. И я бы хотел к этому добавить, что он был не просто экологом, не только ученым, патриотом своей родины, но он был еще и отцом экосообщества Кыргызстана. И та молодежь, которая сейчас активно вовлечена в экодвижение, она на самом деле, можно сказать, что вот это экодвижение, которое у истоков которого стоял Эмиль Джапарович, оно сейчас осиротело. Нет той опоры, которая была в лице Эмиля Джапаровича, и это, конечно, большая для нас утрата. В отличие от Эмиля Джапаровича, я, как вы уже сказали, к экологии отношений не имею. С Эмилем Джапаровичем познакомились 3 года назад. Именно тогда я вплотную заинтересовался экологией и познакомился с Эмилем Джапаровичем. У нас было очень много встреч, когда мы обсуждали, он мне рассказывал о проблемах экологии в нашей стране. И, знаете, я пришел к выводу 3 года назад, что на самом деле экология для нашей страны это не только окружающая среда, это не только чистый воздух, или там животные, но экология для нашей страны это вопрос безопасности, национальной безопасности. И я вообще сам специалист по национальной безопасности. Я и учился именно по такой специальности. Закончил, потом докторскую защитил тоже по вопросам безопасности.
исследования научные проводил, работал в госорганах, тоже в системе безопасности. И все время меня беспокоил вопрос, как сохранить мир и стабильность в нашем регионе. Потому что всем нам известно, что регион у нас недостаточно хрупкий, чтобы мы могли закрывать глаза на вопросы безопасности. И различные методы принимаются и нашими специалистами, и специалистами региона, и международными организациями. Но, знаете, я пришел к выводу, и это, я думаю, понятно всем, для этого не нужно быть экологом, для этого не нужно быть большим специалистом в сфере безопасности. Это, я думаю, что понятно любому трезвомыслящему человеку, что если уровень воды в реках продолжит снижаться, как он снижается сегодня, то говорить о безопасности в нашем регионе будет очень трудно. На сегодняшний день уровень населения растет в Центральной Азии, особенно в Ферганской долине. Как раз стык 3 республик, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, проблемы с границами, демографический рост невероятный, особенно со стороны наших соседей. И в этом контексте происходит, мы наблюдаем сейчас проблемы с водой. Почему? Потому что тают ледники. И таким образом я пришел к ледникам. Но для нас это еще вопрос энергетической безопасности. Там весь комплекс. Там весь комплекс. Да. И я заинтересовался, как, почему тают ледники, чем это нам грозит. И выяснил, что, оказывается, за последние 50 лет мы потеряли около 30% наших ледников, по разным оценкам. А наши ученые с Академии наук говорят, что к концу этого столетия мы рискуем потерять до 80% наших ледников. Это самый негативный сценарий. И, естественно, это грозит водными конфликтами в нашем регионе, потому что в наших горах формируется до 50% всех водных ресурсов Центральной Азии. И таким образом вопрос безопасности меня привел к ледникам, к экологии. Я начал читать про глобальное потепление, про факторы, которые влияют на климат. Выяснилось, что лес является одним из главных регуляторов климата. Я начал интересоваться лесом, потом выяснилось, что лес, оказывается, у нас сокращается. И без того небогатые запасы, собственно говоря. И без того у нас очень мало леса, 5,5%, согласно статистике, но и тот лес у нас сейчас и рубят, и выпасают скот там, и скот вместе с травой выедает подлесок, лес стареет, соответственно, через 30, 40, 50 лет у нас лес может просто исчезнуть, потому что молодых деревьев все меньше и меньше. И эту проблему хорошо, что в нашей стране сейчас поднимают много людей, очень много активистов, и есть люди, которые не являются специалистами в экологии, но тем не менее их это заботит, и они нам предоставляют документальные факты о вырубке леса, о выпасе скота. Это, допустим, Влад Ушаков, очень много он предоставляет именно фактического материала. Потому что лес-то далеко, чтобы туда поехать, посмотреть, как это происходит, на самом деле трудно. Но когда ты видишь все эти факты сокращения леса, то становится понятно, что насколько очевидна угроза лесу в нашей стране. А лес, он чем полезен? Он не только улучшает воздух, сохраняет биоразнообразие, но лес, он понижает температуру воздуха. Летом мимо парка проходите, из парка веет прохладой. Лес повышает атмосферную влажность, он из-под земли высасывает корнями влагу, это мне все, кстати, Эмиль Джапарович рассказывал, и через крону деревьев эту влагу выбрасывает в атмосферу, эта влага в виде осадков, снега, дождя выпадает потом на ледники, и процесс таяния ледников таким образом он замедляется, он не останавливается, но
что лес способствует замедлению и сохранению ледников, а мы с лесом обращаемся крайне жестоко. Причем это обращение жестоко не только по отношению к окружающей среде, но по отношению к нам самим, к нашим детям, потому что последствия эти все, они отразятся на будущем наших детей. И когда вот я заинтересовался экологией, вот лесом, да, Эмиль Джапарович мне рассказал, что не просто лес это должен быть, во-первых, лес, состоящий из различных деревьев, где есть разные сорта деревьев, да, только это может называться лесом. Кроме того, там должны быть животные, потому что животные регулируют функции леса. То есть это целая экосистема, да, причем там есть ядерные животные, которые являются ядром, да, то есть там целый мир свой. И этот мир, его нужно сохранять, потому что этот мир способствует сохранению ледников, от которого зависит безопасность целого региона. Ну вот таким образом, в принципе, я и заинтересовался экологией. И на самом деле я занимаюсь не сколько экологией, да, и там вот сейчас я уже как бы вошел немножечко в новую сферу, зеленая экономика. Я сейчас занимаюсь не сколько экологией или зеленой экономикой, я все время нахожусь в своей сфере, в своей специализации национальной безопасности. Кстати, в эти дни проходит такое масштабное мероприятие, посвященное, да, вот теме зеленой экономики. Да, сейчас по всему миру идет климатическая забастовка. Да. Но мы в Кыргызстане решили, что забастовка звучит очень так жестко, поэтому мы используем немножечко другое слово — мобилизация. И вот эта неделя глобальной климатической мобилизации, в ней участвуют 150 стран мира, проводят различные мероприятия, посвященные именно сохранению природы нашей планеты. В этом году мы активно участвуем в этом мероприятии. Я имею в виду, это несколько организаций, которые занимаются защитой окружающей среды, которые работают в сфере зеленой экономики. Мы объединились в один большой альянс. Сейчас членами нашего альянса состоят более 40 организаций. И члены нашего Зеленого альянса, они проводили различные мероприятия в течение вот этой всей недели. Ну, я понял, что экоактивизм у нас растет, развивается, но хотел бы такой вот вопрос задать. Вот как раз-таки в рамках вот этой всемирной акции климатической забастовки мы недавно видели эмоциональное очень выступление шведской девушки Греты Тунберг во время Генеральной Ассамблеи ООН, которая специально собралась для обсуждения этого вопроса. И такое, как бы продолжение истории, оно с одной стороны неудивительное, а с другой стороны все равно удручающее, потому что таким вещам привыкнуть нельзя, когда в соцсетях, в интернете я прочитал про вот эту волну хейтерства, которая поднялась против этой девочки, поднимающей очень серьезные глобальные вопросы. Она и удивила неприятно, и очень сильно расстроила, откровенно говоря, и показала, насколько все-таки вот земляне пока еще, скажем, так плохо вот с зеленым мышлением, с экологическим сознанием, да и просто с порядочностью, обычной, элементарной человеческой воспитанностью, культурностью, когда позволяют себе какие-то искать конспирологические теории, какие-то объяснения абсолютно глупые. В этой связи, хотел такой вопрос задать, а каково это в Кыргызстане быть экоактивистом, да, каково быть вот таким настоящим родителем нашей природы, нашего биоразнообразия, каково это бороться за чистоту нашего воздуха, да? Например, мы отлично недавно буквально
видели, как проявила себя бензиновое лобби, да, которое опять продлило сроки использования некачественного топлива на территории нашей страны, хотя все соседи и относительно близкие к нам по уровню страны уже жестко вообще переходят на более экологичные виды ГСР. Вот. Мне этот вопрос действительно интересен, да, потому что я очень просто мало соприкасаюсь с нашими экологами, вижусь с ними крайне редко, но хотелось бы вообще узнать от вас, вот, каково вам работается, встречаете ли вы понимание и движение навстречу со стороны депутатского корпуса, государственных органов, там, первых лиц нашего государства, потому что, как-то, к сожалению, почему я вынужден вам задать вопрос, к сожалению, очень редко об этом находишь информацию в СМИ и в соцсетях. Понятно. Вы сейчас правильную вещь сказали о лобби. На самом деле, действительно, мы же, я имею в виду глобальное человечество, последние 2 столетия, вот после индустриальной революции, которая зародилась в Великобритании, да, в 18 веке, и то экономическое развитие, которое мы наблюдали после этой индустриальной революции, оно говорит о том, что приоритетом было обогащение. Никто никогда не обращал никакого внимания на окружающую среду, на последствия, которые это может принести природе. И вот это мышление, оно уже настолько глубоко в нас всех сидит, что мы должны набить свои карманы сегодня, что мы должны разбогатеть, но о том, что это может принести для будущего, мы как-то не привыкли задумываться. Да? Я имею в виду в целом. Сегодня очень активное экодвижение есть, у людей меняются сознание, это прям видно невооруженным глазом, и это очень радует. На самом деле в нашей стране вот те изменения, которые происходят в обществе, насколько вот сейчас бурно реагируют на вопросы экологии, и это касается вопросов и горнодобывающей промышленности, да, или там вопросов воздуха. Это очень актуальные, острые вопросы, на которые действительно реагирует наше общество. И это радует. Я думаю, что те традиции, которые были когда-то у наших предков, они вот сейчас каким-то образом, этот генетический код, он по себе раскрывается. Новую жизнь, да? Да, у него появляется какая-то новая жизнь, возрождается вот этот генетический код. А на самом деле, действительно, наши предки, они относились бережно к природе, потому что взять фольклор, к примеру, да, легенду о Куджуджаше, где охотник, который брал от природы больше, чем нужно было для того, чтобы прокормить себя и свою семью, он в конце погибает именно от своих вот таких неправильных действий в отношении природы. То есть наши предки учили вот таким образом тому, что мы должны беречь природу и не брать от нее больше, чем нужно. И очень много традиций с этим связано. Да? Вот есть исламские традиции, но есть и доисламские традиции, где можно наблюдать там поклонение воде, природе, поклонение там, лесу, красивым каким-то природным местам. Это все все-таки осталось, это было у наших предков. И вот эта культура, я даже сейчас вам расскажу про свою бабушку, которая мне как-то рассказывала, что когда она только переехала в город и поселилась в квартире, им, молодым людям, было трудно ходить в туалет, потому что там была вода. А по традициям, ганить воду это было немыслимо, да, и им было вначале трудно привыкнуть, и они ходили на улицу. То есть вот такие вот обычаи, они, все-таки, видимо, оказывается, где-то в глубине нашей души еще не умерли. Я согласен, да, люди, старые люди
говорят, что когда-то кыргызы даже не входили в Иссык-Куль, в озеро, да, Да, потому что да. они считали, что это каким-то... Это было святое Да. озеро, и как можно было всем телом войти в эту воду священную, да, и таким образом как-то опорочить вот эту святость, это было табу. Ну, сегодня, конечно, это все утеряно, но, видимо, где-то в глубине сознания это сидит, потому что общество действительно откликается, и очень хорошо откликается на это общество не только в городах, где массово вот идет какая-то такая пропаганда зеленого образа жизни, но на это также хорошо откликаются жители регионов. Но в то же время есть, вот как вы сказали, лобби. Люди, которые лоббируют и защищают свои экономические интересы. У них уже есть сложившийся бизнес, они привыкли зарабатывать на окружающей среде, для них это нормально. Да. Они не видят другой жизни, да, и им непонятно требования зеленых активистов, они их считают за ненормальных чуть-чуть людей со странностями, да, потому что как можно там заботиться о каком-то дереве, когда нужно заботиться о своем кармане. Такой вот склад уже ума произошел. И такие люди есть, они, будем откровенны, есть такие люди и в нашем Джурбу-Кенеши, есть и в правительстве, которые защищают именно тот образ жизни, ту экономику, которая наносит вред окружающей среде. Ну, все предельно ясно. Мы, хотя не назвали никаких лиц, никаких имен, но Кыргызстан небольшая в этом плане страна. Я думаю, что изучение этого лоббизма, составление некой карты людей, которые тянут нас назад, еще ждет своего часа, и исследователя. В принципе, вот мои коллеги-журналисты, они стараются постоянно держать такие вопросы в зоне своего внимания. И теперь я хотел бы, прежде чем задать следующий вопрос, но он тоже опять-таки будет связан во многом с тем, о чем вы только что очень интересно рассказали. Вот та система натурфилософских взглядов, да, наших предков, она доказала свою правоту просто тем, что предки оставили нам такую прекрасную землю. Конечно. Она прекрасная не только потому, что она наша Родина, да, потому что Родину как бы не выбирают, и людям ничего не остается, кроме того, как ее любить, даже если бы это, например, была какая-то пустыня, откровенно скажем. Вот. Но мы же все это видим, это все подтверждается просто год от года растущим наплывом иностранных туристов. С одной стороны, это хорошо, мы открытая страна, мы широко распахиваем двери, мы хотим быть открыты миру, да, чтобы люди приезжали, побольше узнавали о Кыргызстане, ну и, соответственно, делать на этом бизнес, цивилизованный, нормальный бизнес, в отличие от того потребительского и хищнического, да, который мы сейчас затронули и покритиковали. Этому способствует все, да, вот то, что мы в одностороннем порядке отменили визовый режим, там список стран очень большой, что-то около 50, насколько я помню, по последней статистике. У нас очень хорошо работает информационная политика, да, потому что интернет, он просто очень загружен вот этими замечательными видео, потрясающими фотографиями, интервью, передачами на YouTube блогеров разнообразных, опять-таки повторяю, со всего конца мира. То есть мы могли бы, конечно, безусловно, и хорошо зарабатывать на этом, продвигая туристический бренд Кыргызстана. Но понятно, что никто в какой-то год, просто люди перестанут приезжать, если, например, горы превратятся во что-то такое пустынное, безжизненное, а наш любимый
Иссык-Куль в какое-то стоячее болото, да, которое полностью замусоренное. А вот по некоторым исследованиям оказывается среднестатистически отдыхающие, курортно отдыхающие на Иссык-Куле это не те, кто занимается активным, да, там, бэкпекерством, а вот курортно отдыхающие, ну, что уж греха таить, как, собственно говоря, мы часто до сих пор делаем, когда приезжаем, ленивый такой туризм, лежим, загораем на пляже, оставляют 150 килограммов мусора. Это вопрос даже вот утилизации, переработки, да хотя бы на первых порах нормального как бы складирования этого мусора. К сожалению, ни местная власть, ни центральная власть даже близко не подошли к решению этого вопроса. Работа прачечных этих многочисленных пансионатов каждый год она остается. Что-то вот до сих пор непонятен вопрос сливных сооружений. Да? Мы года 2 назад видели видео одно какой-то непонятной трубы, что-то там сливающий. Руководство пансионата, оно что-то там какую-то придумало отговорку, но так никто это все-таки и не придумал. То есть проблем ворох, и тем более они мало того, что носят комплексный характер, на этом, наверное, кто-то еще и делает деньги. Потому что все эти какие-то разрешения, да, которые нашим пансионатам каждый год аккуратно выдаются, все это вот наталкивает на мысль, что, скажем, пока романтики, бессребреники, энтузиасты пытаются что-то сделать, да, вот эта правительственная государственная надстройка, ну просто вот каким-то браконьерским просто образом рубит то самое, как на их языке, бабло. Вот. И извините меня за вот этот такой невольный это совершенно точное определение. Крик души. Собственно говоря, я хотел бы спросить о чем. Что во всем этом, конечно, ваша идея, которую вы с Семеном Джапаровичем говорили 2 года назад, высадки лесов на горных склонах, хребтах, в каком состоянии эта идея находится? Ну, вообще, вот, есть прогресс, надо сказать. Есть прогресс, есть продвижение. Со стороны госорганов тоже есть заинтересованность. Во всяком случае, уже в некоторых правительственных документах, таких как Национальная стратегия устойчивого развития, программы правительства, вот часто была разработана программа развития зеленой экономики. Там есть меры, которые направлены на развитие экономики, но при этом сохранение окружающей среды. Да. Есть, то есть какой-то позитив. Это надо признать. Мы движемся в правильном направлении. И я надеюсь, если вот программа развития зеленой экономики будет принята Джуркинешем, то мероприятия, которые в ней заложены, они будут нас продвигать вот к тому, о чем мы говорим. И это очень радует. Недавно была ратифицирована Парижская конвенция, наш Джуркинешем, да, договор. И мы теперь полноправные члены этой конвенции. Согласно этой конвенции мы можем подавать заявки в Зеленый климатический фонд и получать оттуда средства, гранты, в виде грантов для развития экономики и защиты нашей окружающей среды. То есть позитив, есть тенденции хорошие, которые нужно развивать, нужно давать им дальнейший импульс. Но для баланса, нужно сказать, и о негативе тоже, потому что все-таки он присутствует. И здесь уже надо, наверное, сказать о вот той проблеме, которую вы затронули, проблеме коррупции, да, в госорганах. И коррупция, которая
направлена именно на разрушение окружающей среды, да, когда люди раздают лицензии на разработки наших недр, но при этом не берут в расчет, что случится впоследствии. Или вот то, о чем вы говорили на примере Иссык-Куля. Да? И таких примеров очень много в нашей стране. И работы еще непочатый край. Но проблема в том, что есть сопротивление, и сопротивление идет именно со стороны коррумпированных чиновников, которые привыкли так жить, которые не хотят менять. Я не говорю, что все чиновники такие. Да, что все, конечно, мы... Да, тут есть и порядочные люди, которые понимают, о чем речь и что нужно делать. Но, к сожалению, есть и вот такой негатив, о котором нужно не только говорить, но с которым на самом деле нужно бороться. Да? И вот я считаю, что пока мы не победим вот этого монстра, да, говорить о том, что у нас как-то прям улучшится ситуация с окружающей средой, что мы станем там вот именно такой зеленой моделью, мы не можем. То есть сперва нам нужно в любом случае победить вот этого коррупционного монстра, да, и то политическое лобби, которое сидит в Джорджо Кеннеши и защищает ненасытных вот этих потребительски относящихся ко всему бизнесменов в политике, пока мы вот с этим не разберемся, у нас вряд ли будет каких-то реальных таких улучшений. Ну, Азамат, я думаю, очень такая сильная и уместное такое и логическое, и эмоциональное ударение мы сделали, которое очень хорошо подходит как бы, ну, для завершения нашей краткой, но очень такой, очень плотной, насыщенной беседы. Мы эту тему обязательно будем продолжать. Кстати, хочу поделиться небольшой радостной новостью. ЦПБИ вот сейчас начинает работу над одним проектом, как раз таки по теме экологии. Детали и программу наши коллеги расскажут обязательно. Может быть, мы этому посвятим какую-то отдельную передачу. Обязательно пригласим вас в гости. С удовольствием, спасибо. А в заключение от себя хотел бы сказать спасибо всем нашим экологическим подвижникам. Я желаю вам не терять энергетику, не прекращать все ваши старания, хотя иногда, конечно, я понимаю, это очень трудно их продвигать, но тем не менее, пусть и потихоньку, но очень много меняется. Я просто с каждым днем смотрю, как увеличивается количество сторонников, ну, например, там, Zero Waste, да, которые вот как бы сознательно отказываются от использования многих вещей, чтобы не просто увеличивать мусор, там же философия как бы, ну, вот, нулевого мусора, да, если на русский перевести, она-то ведь глубже, то есть когда человек отказывается от консюмеризма, от излишнего потребительства, он тем самым снижает спрос на производство этих товаров и, соответственно, на меньшее использование полезных ископаемых, природных ресурсов. Да. Вот дня не проходит, чтобы я в своем фейсбуке не прочитал чьи-то посты, где люди обеспокоенно спрашивают, куда нам сдавать лампочки, а куда нам сдавать использованные батарейки. Кто раньше задавался вообще этим вопросом? Да? Просто скидали молча в мусорку, как будто так и нужно. Я как бы здесь ставочку сделать. Вы знаете, у нас на территории Кыргызстана очень много болванов, да, это каменные изваяния. И мне было вот интересно, что оно означает. Там стоит человек, который держит правую руку на мече, а в левой руке он держит чашу. И эти изваяния, которые оставили, опять же, наши предки, оно символизировало, оказывается, такую философию, что все, что мне нужно для того, чтобы прожить на этой земле, это меч
который я защищаю свое тело, и 1 чаша пропитания в день, чтобы прокормить себя. Замечательный символ. Ну, на этом завершим, не прощаемся. Мы всего лишь говорим, что до новых встреч, до новых обсуждений. Спасибо, дорогие зрители, что слушали нас. Продолжайте смотреть наши передачи и становитесь проактивными защитниками природы, становитесь экологами, потому что это должно стать общенациональной идеей и общенациональным делом. Спасибо вам, до свидания. Спасибо, до свидания. Экологическая культура нормальная, устойчивая и та, которая действительно будет обладать устойчивым положительным эффектом, она может стоять только на плечах развития общей культуры всего населения. Надо развивать культуру. Культура делает человека человеком. Без культуры не только, так сказать, развивая потребление, человек скатывается в обезьяноподобное существо, которому нужно развлечение, и вообще он плевать хотел, какую цену приходится платить за это все.